День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике, и, конечно, за ее пределами. И сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых главных ее событиях. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы расскажем сегодня. Завершается Петербургский международный экономический форум. Традиционно в форуме активное участие принимает и якутская делегация. Конечно, меня, наверное, как и всех якутян, обрадовало, что практически в речи президента был упомянут конкретно только один человек. Это Михаил Владимир Африканович, который как раз поставил вопрос о строительстве сельского дома культуры в селе Крестях. И президент правильно отметил, что это вопрос, который касается на самом деле всего села. И если мы говорим о развитии села, то должны ставить вопросы и о культуре. Восьмое пленарное заседание Госсобрания Илтумен прошло на этой неделе. В ходе совещания Илдархан обозначил новые пути, по которым сегодня движется республика. Что, конечно, радует, это количество тех родовых общин, которые сегодня сами говорят о том, что они встали на ноги и будут делать все возможное, чтобы решить продовольственную программу, о котором говорит глава Республики Саха-Якутия. Ремонт проспекта Ленина в Якутске идет полным ходом. Продолжается и благоустройство столицы Южной Якутии. По дружбе народов в этом году бордюрный камень не меняется, потому что финансирования пока не хватило на капитальный ремонт. Здесь частями бордюрный камень помененный, но тем не менее появится новая дорожная сеть, новое полотно и новые тротуары. В преддверии профессионального праздника Дня медицинского работника в республике провели ряд мероприятий. За высокий профессиональный труд наградили работников системы здравоохранения. Очень горд, рад. Думаю, что все-таки заслужил ее. И буду в дальнейшем стараться работать на развитие онкологической службы республики. Во всем этом и не только смотрите в ближайший час. Завершается Петербургский международный экономический форум. Это главная деловая площадка в нашей стране, которая собирает тысячи представителей бизнеса и органов власти из разных государств и регионов России. Здесь заключаются соглашения и обговариваются договоренности по реализации самых амбициозных проектов, которые должны изменить жизнь в будущем. Традиционно в форуме активное участие принимает и якутская делегация. Все эти дни в Санкт-Петербурге на месте работал Максим Кардозу. О главных итогах в его материале. Центральное событие форума – это пленарное заседание. На нем с главными тезисами выступил президент России Владимир Путин. Международная политика, санкции, экономика, поддержка бизнеса. Глава государства не забыл и о социальной составляющей. Конечно, меня, наверное, как и всех якутян, обрадовало, что практически в речи президента был упомянут конкретно только один человек. Это Михаил Владимир Африканович, который как раз поставил вопрос о строительстве сельского дома культуры в селе Крестях. И президент правильно отметил, что это вопрос, который касается на самом деле всего села. И если мы говорим о развитии села, то должны ставить вопросы и о культуре в селах. И поэтому программа будет целая создана по поддержке строительства и реконструкции сельских домов культуры. И один из первых таких объектов, я уверен в этом, появится у нас в Крестях. Традиционная якутская делегация принимает активное участие в Петербургском форуме. В рамках деловой программы было подписано много знаковых соглашений, которые навсегда изменят жизнь жителей нашей республики. Например, по дальневосточной концессии реконструируют логистическую инфраструктуру для северного завоза. Планируется обновить 9 нефтебаз в арктической зоне, которые требуют серьезной модернизации. Но собственных ресурсов не хватает, поэтому привлекаем средства дальневосточной концессии. Да? Это средства федерального бюджета. Общая стоимость будет составлять около 6 миллиардов рублей. Это оценочно. Безусловно, в первую очередь это безопасность в арктической зоне. И, конечно же, это снабжение не только населения республики, но и тех новых инвестиционных проектов, которые будут инициированы в арктической зоне. А в ближайшее время планируется несколько крупных таких проектов инициировать. Республика является одним из лидеров и очень продвинутых регионов по применению механизмов государственно-частного партнерства. Инфраструктура нуждается в модернизации, в развитии, в том числе для более качественного, эффективного осуществления северного завоза, для развития
жилищного сектора, для модернизации города Якутск, в том числе в рамках поручений президента. Также было подписано соглашение с компанией «Газпром СПГ Технологии». Документ предусматривает строительство еще одного завода по производству сжиженного природного газа. Это и дополнительные рабочие места, возможность экспортировать СПГ в другие регионы, а также развивать использование нового доступного топлива жителям Якутии. И не могу не отметить подписание соглашения о строительстве СПГ-завода, то есть завода по производству сжиженного природного газа у нас в республике. То есть сейчас у нас уже определены площадки, мы выберем из них конкретную, будем понимать объемы газа. Это все в рамках, опять-таки, поручения, которые глава республики нам давал, разработать программу СПГ, построить завод, и мы понимаем, на какие котельные, в какие районы, какие виды транспорта у нас будут использовать. В рамках переговоров на площадках форума были достигнуты договоренности и о газификации южных районов Якутии, и о строительстве новых социальных объектов и прокладки оптоволокна в самые отдаленные арктические районные центры. Обсуждали несколько проектов, обсуждали большой проект по строительству волоконно-оптической линии связи для того, чтобы обеспечить современными услугами, прежде всего, доступом в интернет, мобильным интернетом жителей северных территорий Якутии. Будем, наверное, выходить на подписание соглашения и запуск этого проекта. И у нас будет бюджетное федеральное финансирование, республика тоже будет софинансировать, и это будет, наконец-то, цифровое равенство во всей арктической зоне, то есть связь в Чукурдахе или в Щерском не будет отличаться от связи в Якутске, а может быть даже чуть лучше. Поэтому это супер новость, я считаю, что это большая победа на полях форума. Еще одно центральное событие форума – это объявление рейтинга инвестиционного климата в регионах. То есть, насколько бизнесу комфортно вести дела. Якутия вошла в топ-13. И это результат той работы, которую планомерно ведет правительство региона по снижению административных барьеров для предпринимателей. Да, мы уже 4-й год сохраняем положительные позиции в рейтинге. Для инвесторов, которые хотели бы вкладывать свои средства в регион, это, конечно, показатель, и мы надеемся на привлечение более широкого круга инвесторов. В этом году была интеграция вместе с индексом административного давления, и, тем не менее, в части контрольно-надзорной деятельности, тем не менее, мы попали в топ-15. На форуме говорили и о культуре Якутии, о ее наследии, о тех методах сохранения традиций, которые готовы перенимать многие. Причем к национальным символам нашей республики с трепетом относятся и в других регионах. В этом году у форума появился и свой талисман. Посмотрите на эту огромную карту. Ее размер больше 20 квадратных метров, где каждый регион вышит вручную. И, конечно же, бросается в глаза Якутия. Здесь представлены различные символы. Это и Алукмас, обряд Алгыс, Серге. И представляете, для того, чтобы воссоздать наш регион, потребовалось больше месяца и 32 мастерицы. В скором времени эта карта отправится в путешествие по нашей огромной стране. И будем, конечно же, ждать ее и в Якутии. Максим Кардозу, Виктор Олесов. День за днем. Санкт-Петербург. Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции. Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что страна будет функционировать по принципу открытости, доверия и не собирается самоизолироваться от остального мира. Путин отметил, что частный бизнес на фоне внешних ограничений и пандемии показал способность конкурировать на глобальных рынках. По словам главы государства, для поддержки предпринимательства в тяжелых условиях специально инициировали мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. Второй принцип нашего долгосрочного развития – это опора на предпринимательские свободы. Каждая частная инициатива, направленная на пользу России, должна получить максимальную поддержку и пространство для реализации. В 4 раза снизилось количество внеплановых проверок. Но мы пошли еще дальше. И в марте текущего года отказались от плановых проверок всех предпринимателей, независимо от величины бизнеса. Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед. Навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда.
Будущее России. Будущее России – это семья с 2, 3 и большим числом детей. Такую мысль выразил Владимир Путин во время выступления на экономическом форуме. Также российский лидер предложил консолидировать ресурсы и запустить комплексную программу модернизации ЖКХ. Глава государства отметил, что последние события только подтвердили то, о чем постоянно говорил раньше – дома надежнее. И те, кто не захотели услышать этот очевидный посыл, потеряли на Западе сотни миллионов, если не миллиарды долларов. Будущее России – это семья с 2, 3 и большим числом детей. Поэтому речь должна идти не только о прямой финансовой поддержке. Нам нужно нацелить, настроить на запросы семей с детьми систему здравоохранения, образования, все сферы, определяющие качество жизни людей. На этой неделе в Якутске состоялось 38-е пленарное заседание Госсобрания Элтумен. В ходе совещания глава республики Айсен Николаев выступил перед народными депутатами с итогами деятельности исполнительных органов государственной власти за прошлый год. Однако помимо итогов в своей речи Илдархан обозначил и новые пути, по которым сегодня движется республика. Подробности в материале Саргаланы Неустроевой. Итоги прошедшего года ознаменовались 2 важными темами – здравоохранение и пожары. В первом случае год стал решающим в борьбе с COVID-19 и совершенствовании работы с обращением граждан. Но это из области перестройки на реалии современности. Однако пожары – это то, чего сегодня Якутия болезненно старается не допустить. Конечно, было необходимо извлечь уроки из ситуации прошлого года, чтобы не допускать ее повторения. Нами были внесены предложения на федеральном уровне, они в целом поддержаны президентом России. На охрану лесов от пожаров финансирование на 2022 год из федерального бюджета увеличено в 5,5 раз. Впервые за постсоветское время у нас увеличена зона обслуживания на 25%, и сейчас она по республике достигла 50 миллионов гектар лесной площади. В 2 раза до 1119 человек увеличилась численность лесопожарных, созданы новые авиаотделения в 3 районах, и отдельная аэромобильная группировка служб спасения республики. Во всех муниципальных районах сформированы дополнительные группы противопожарной службы. Между тем, работа исполнительных органов власти в прошлом году во многом была направлена на восстановление экономики и реализацию национальных проектов. Индекс промышленного производства достиг максимума за прошедшие 11 лет. В 2021 году сохранился самый высокий уровень рождаемости, прекратился отток населения, а численность жителей республики превысила 900 тысяч человек. Так, глава республики выразил уверенность в том, что в этом году в Якутии родится миллионный житель. По словам Айсена Николаева, сегодня можно отметить, что все задания, поставленные перед исполнительной властью, выполнены. В итоге достигнутые республикой результаты во многом превзошли наши ожидания. По ряду показателей экономики и социальной сферы мы не только вернули, но и даже превысили до пандемийный уровень. Объем валового регионального продукта за прошлый год оценивается в 1 458 миллиардов рублей с ростом на 10,5% к 2020 году и превышением допандемийного 2019 года. Однако этот год бросил республике новые, куда более серьезные вызовы. Жесточайшие санкции, наложенные Западом, будут непосредственно влиять на экономику республики, уровень и качество жизни якутян, на объемы социальных программ и многое другое. Отсюда вытекает необходимость в актуализации стратегии социально-экономического развития республики. Меры принимаются уже сейчас. 28 марта правительством республики был принят план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития республики в условиях внешнего санкционного давления. Депутаты же, в свою очередь, отмечают важность усиления и наращивания собственного производства и сельского хозяйства. Мы намерены и в 2022 году не только снижать по ассигнованию по сельскому хозяйству, а даже увеличивать, потому что мы по итогам 2021 года увидели о том, что все-таки кормами мы должны заниматься сами. Для этого нужно очень большие средства на мелиорацию, на восстановление тех посевных площадей, которые, к сожалению, после Советского Союза они у нас заброшены. Сегодня народ это понимает, население понимает, нам надо только помогать. Все это вопросы, которые уже скомпонованы по всем муниципальным образованиям. Что, конечно, радует, это количество
тех родовых общин, которые сегодня сами говорят о том, что они стали на ноги и будут делать все возможное, чтобы решить продовольственную программу, о котором говорит глава Республики Саха-Якутия. Казалось бы, будущее рисуется стабильным, а позиция правительства республики такова, что санкции никогда не смогут подавить наше государство. Тем не менее, здесь глава республики предупреждает: мы должны снять розовые очки и не допускать легковесности и популизма, а значит стать приспособленцами, быть готовыми на то, чтобы в любой момент переформатировать систему экономики под стремительно меняющиеся реалии. Саргалана Неустроева, Джулустан Иннокентьев. День за днем. Мы обязательно продолжим сразу после небольшой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Мы продолжаем программу и вернемся к теме лесных пожаров. В Ленском районе создана специальная рабочая группа, которая регулярно выезжает на рейды по частному сектору, а также на дачные садоводства. Надо сказать, что благодаря ей в городе уже удалось предотвратить пожар. Все подробности в материале далее. Контрольно-патрульная группа несколько раз в неделю выезжает на места массового отдыха ленчан, колесит по частному сектору, а также довольно часто появляется на дачных садоводствах. Занимается она профилактикой и предупреждением пожаров, но иногда бывает, что и даже их предотвращением. 1 июня у нас было патрулирование, также мы патрулировали на дачах, значит, был замечен на дачном участке разведение костра. Хорошо, что оперативно сработали, уже костер выходил за пределы дачного участка, удалось потушить нам этот пожар. Ну и данная гражданка была привлечена к административному правонарушению. А ведь в этот день задача была просто предупредить дачников об административной ответственности, которая грозит за разведение костра и неконтролируемого сельхозпала. Увеличены размеры штрафов как для физических, так и для юридических лиц фактически в 10 раз. Поэтому наша основная задача – это довести данную информацию до населения, проинформировать им о том, что разжигание костров в особый противопожарный режим запрещен. Штрафы действительно ощутимые, и по карману они могут хорошо ударить всем правонарушителям. Если раньше на гражданское лицо штраф минимальный был 2000, теперь это 5000. На должностное лицо раньше было 6000, теперь 20 тысяч. На юридических лиц раньше было 150 тысяч, теперь 300 тысяч. Это минимальный штраф. В состав контрольно-патрульной группы входят представители районной администрации, административной комиссии и отдела надзорной деятельности МЧС. В ходе рейдов они беседуют, раздают листовки дачникам, а также размещают их на остановках. Разжигание костров запрещено, поэтому так для информации. Надо сказать, что патрульная группа была создана после большого пожара в районе дачных садоводств в конце мая, когда загорелась сухая трава. Затем огонь перекинулся на постройки. Способствовал быстрому распространению огня сильный ветер. Буквально на глазах огонь раскинулся на площадь 3 гектара. Жилые дома удалось спасти, а вот хозпостройки у многих дачников пострадали. По предварительным данным, причиной пожара стал непотушенный сигаретный окурок. Мне позвонила дочь, и я срочно прилетела сюда. Не ехала, а летела. Было сильное пламя. Все задымленно было. Видно, как горели дачи. Мы переживали, что здесь рядышком наша дача. Приехали машины, стали тушить. Уже затушили, но все равно ветер, сильный ветер. Из-за сильного ветра все горит, все дымится. И дышать тяжело, и глаза разъедает. Пожароопасный сезон в Ленском районе продолжает действовать, и продлится он до самой осени. За прошлый месяц произошло несколько пожаров в лесном массиве. С начала пожароопасного сезона в Ленском районе зарегистрировано 3 лесных пожара. Причиной, по которым 2 из них явилась гроза, а 1 человеческий фактор. Также за этот месяц участились случаи возгорания домов частного сектора. От огня пострадали 2 дома по улице Мирнинская, сгорела баня 12 квадратных метров и крыша дома 80 квадратных метров по улице Ломоносова. Также баня в поселке Пеледуй. Причины возгорания выявляются, но предварительная версия – короткое замыкание из-за сильных порывов ветра. В большинстве пожаров выявляются нарушения пожарной безопасности, а также бесконтрольные сельхозпалы. Участились пожары на территории дач. В частности, особенно горят бани, хозяйственные постройки. Сейчас период только что люди занимаются уборкой и сжигают сухую траву.
предпочитая тому, чтобы надо вывести мусор, не хотят вывозить, им проще сжечь. Еще и оставлять без присмотра. Но на данный момент объявлен пожароопасный сезон по республике Саха-Якутия, главой республики. Соответственно, сжигание мусора и сухой травы сейчас уже под запретом. Рейды контрольно-патрульной службы продолжаются и дальше. Пристальное внимание будет уделено не только частному сектору и дачам, но и берегу реки и излюбленным местам отдыха ленчан. Очередной выезд намечен на это воскресенье. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Перекрестки проспекта Ленина с улицами Кирова и Октябрьской в столице к 20 июня будут открыты для движения. Об этом заявил директор столичного главстроя Алексей Варламов. По его словам, ремонтные работы на главной улице Якутска идут с опережением графика, и уже во второй половине июля местами запланирована укладка асфальта, пешеходных дорожек, установка новых беспроводных опор освещения, обустройство общественных пространств и велосипедных дорожек. Работы будут вести в формате от фасада до фасада. Также в этом году в планах озеленения, причем впервые в истории города будут использовать яблони и сосны. Ну, что касается проспекта Ленина, масштабная работа, конечно, запланирована. Запланирована работа вообще трехгодового периода. Это мы в прошлом году заключили муниципальный контракт. Значит, контрактная стоимость у нас порядка 1 миллиарда 600 миллионов рублей. И мы разделили ее, так говоря, на этапы. Это вот этапы у нас получились 2021 года и совместно с этапом 2022 года, потому что мы начали производство работ практически в конце прошлого года. И с объемом финансирования порядка 877 миллионов рублей вот эти 2 года у нас охватывают наши работы, которые мы запланировали к завершению этого сезона, также к концу октября месяца. Появляется все больше новых построек, и в Верхневилюйском наследии идут последние приготовления к СЭХу Аланхо, до которого остались буквально считанные дни. Почти все учреждения, организации, дворы частных домов украшены цветами и флагами. В ожидании гостей жители наследия усердно трудятся, завершают строительство детских площадок, в том числе и деревянной в парке отдыха. Там появится конь высотой 4,5 метра с горкой, качелями и веревочным парком. А в центре села на 2 стены двухэтажного торгового центра наносят мурал, причем художники приехали специально из Якутска. Здесь должна быть изображена девушка Хатунгбюлü, держащая в руках алмаз. И от этого алмаза исходят лучи по всему зданию. На этих лучах будут изображены люди. С волос девушки истекает река Вилюй. И вот до этого уровня мы ее как раз изобразили. Делать рисунок из эскиза на стене делать проще. А если бы она была полностью прямая, конечно, приходилось бы работать по сетке. Продолжается благоустройство и города Нерюнгри. Ремонтируются дороги, обновляются придомовые территории, озеленяются улицы. Многие работы необходимо успеть выполнить в теплое время, поэтому сроки ограничены и темпы увеличены. Подробности далее. В настоящее время Нерюнгри участвует в нескольких программах по благоустройству, таких как формирование современной городской среды, 1000 дворов, поддержка местных инициатив, программа реновации городов Дальнего Востока. Отмечается и заинтересованность местных жителей в улучшении жилищных условий. Так, например, нерюнгринцы вносят свои предложения о том, что бы они хотели видеть в своем городе и в своих дворах. Приобретает новый вид и городской парк. Преобразилась западная часть. Появились арт-объекты, тротуарная дорожки, беседки. Сейчас ведется реконструкция восточного участка. Такие работы, как устройство дорожек, тропинок из брусчатки, из тротуарной плитки. Также полностью тротуарной плиткой перекроем центральную аллею. Будут установлены новые скамейки, система освещения, система видеонаблюдения. Также проектом предусмотрено устройство малых архитектурных форм, как игровой, так и спортивной направленности. Да? По центру большой навес с качелями, тоже архитектурная форма, такая своеобразная, необычная. Предусмотрен также капитальный ремонт памятника Черяеву. То есть полностью замена основания, керамогранита. Такие работы. Общая площадь, на которой ведется ремонт, составляет 30 гектаров. Сумма финансирования около 47 миллионов рублей.
Общеплощадочные работы ведутся в соответствии с графиком и будут завершены к сентябрю. В следующем году планируется закончить замену ограждений. Некоторые неудобства в размеренную жизнь нерюнгринцев внесли дорожные работы. В данный момент перекрыты улицы в центре города. Работы по укладке асфальта по улице Ленина немного задержались из-за ремонта второй очереди теплосети Нерюнгринская ГРЭС. Если изначально они должны были быть завершены 1 августа, то сейчас график немного скорректирован, и уже к концу августа вся улица Ленина будет готова. Ремонт проспекта Ленина начался в прошлом году. Здесь предусмотрено асфальтирование дороги, тротуароустройство, устройство поребрика, бордюрного камня. И самое главное, чего не хватало городу – устройство ливневых отводов воды. Изначально было запланировано выполнить весь объем за 3 года. Но по поручению главы республики все работы завершатся за 2 года. Также сейчас в активной фазе текущий ремонт улицы Дружбы народов. В рамках заключенного соглашения он предусматривает 3 этапа. Сметная стоимость составляет 123 миллиона рублей. Асфальтирование будет до перекрестка с проспектом Ленина. Эти работы тоже будут завершены уже в этом году. По дружбе народов в этом году бордюрный камень не меняется, потому что финансирования пока не хватило на капитальный ремонт. Здесь частями бордюрный камень поменянный, но тем не менее появится новая дорожная сеть, новое полотно и новые тротуары. В следующем году с бюджета города будут выделены денежные средства. Мы продолжим устройство ливневых отводов по улице Дружбы народов, соединим их с водоотводными лотками по улице Южно-Якутской. Тем самым мы решим проблему нашего города с ливневыми отводами воды. Следующий этап, но уже в 2023 году, это ремонт улицы Южно-Якутской от начала и до конца. Уже имеется положительное заключение государственной экспертизы, после чего начнется разработка проектно-сметной документации для ремонта улицы Карла Маркса. Все подготовительные работы будут проводиться заранее для того, чтобы можно было своевременно подать заявки для участия в конкурсном отборе, который проводит Министерство транспорта республики. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Кстати говоря, в Нерюнгри с наступлением лета в местах массового скопления людей проводится обязательная обработка от клещей. В этом году ситуацию осложнили погодные условия. Обычно эти работы к концу мая уже заканчиваются, но в этот раз долго не сходил снежный покров, стояла дождливая погода и поздно произведена очистка от зимнего мусора и сухостоя. Сейчас обработаны дворы во всех школах, детских садах, лагеря, парки и придомовые территории. Тем не менее, поступают жалобы на укусы клещей. Уже зарегистрировано 35 случаев, 19 взрослых и 16 детей. Причем выявляются клещи с положительными результатами лабораторных исследований на наличие заболеваний, которые передаются от насекомого к человеку. Это клещевой боррелиоз и энцефалит. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, в том числе введен иммуноглобулин в качестве специфической иммунопрофилактики и назначено лечение профилактическое антибиотиками для того, чтобы не допустить развития клещевого боррелиоза, бактериального заболевания. Между тем и в Алданском районе отмечен рост случаев нападения клеща на человека. С начала лета зарегистрировано 50 укусов, в том числе среди пострадавших дети. Подробнее расскажет Руслан Павлов. Аномальная активность клещей фиксируется в этом году. С начала лета уже зарегистрировано 50 укусов человека. Данный факт закономерен, отмечают специалисты, и связан с цикличной активностью этих паукообразных, которая происходит каждые 5 лет. У нас идет аномальная активность нападения клеща на человека. Связано это с циклической активностью клеща, которая раз в 5 лет становится более-менее активными. На сегодняшний день у нас уже 50 укусов зарегистрировано, в том числе 11 детей. Укусы регистрируются практически по всему району. Всем укушенным ставятся иммуноглобулины, оказывается необходимая помощь. Исследовано на сегодняшний день из 50 32 клеща, среди них энцефалитных нет. Обезопасить от проблем после укуса клеща способна только прививка. Однако население легкомысленно относится к вакцинации. Поэтому, находясь на даче или в лесу, необходимо соблюдать меры предосторожности, надевать высокую обувь, белую одежду, которая максимально скрывает открытые участки тела. Необходимо быть начеку, пребывая в парках и скверах, хотя здесь проводится специальная обработка от кровососов. В населенных пунктах проводятся акарицидные обработки мест массового пребывания людей, в том числе летние оздоровительные площадки. На сегодняшний день в городе Алдана договора все заключены необходимые, ленинские тоже заключили договор, дело за Куранахом и Тамотом.
Активность клеща будет сохраняться весь теплый период до конца лета, поэтому специалисты предупреждают, если вы подверглись нападению клеща, необходимо незамедлительно обратиться в ближайший здравпункт или отделение больницы. Руслан Павлов, Алдан. Мы продолжим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Продолжаем программу. В преддверии профессионального праздника Дня медицинского работника в республике провели ряд мероприятий. Так, празднованию столетия Якутской АССР посвятили межрегиональную научно-практическую конференцию среди врачей-онкологов. Также за высокий профессиональный труд наградили работников системы здравоохранения, рассказывает Светлана Амосова. Ведущие врачи-онкологи Якутии и России съехались на межрегиональную научно-практическую конференцию на тему особенностей оказания онкологической помощи на территориях с малой плотностью населения. На конференции принимают участие более 200 врачей со всех районов республики. Профессионалы делятся своим опытом с коллегами и по итогам мероприятия издадут резолюцию. Ну а главными гостями стали онкологи курирующего Федерального института имени Николая Блохина. Онкологическая служба набирает существенные обороты за последнее время, что мы курируем как раз этот регион. И все коллеги, они приезжают к нам очень часто на всевозможные курсы, на онкоакадемию. Мы очень хорошо знаем специалистов, ежедневно работаем, ежедневно на связи. Поэтому, конечно, онкологическая служба Якутии просто обречена на успех. Во время торжественного открытия сотрудникам онкологической службы Якутии вручили высокие государственные награды. Владимир Лезнев работает хирургом уже на протяжении 15 лет. Ему присвоили знак отличника здравоохранения Российской Федерации. Очень горд, рад. Думаю, что все-таки заслужил ее. И буду в дальнейшем стараться работать на развитие онкологической службы республики. Официальное чествование лучших работников здравоохранения Якутии состоялось в зале республики Дома правительства номер 1. Сотрудникам медицинских организаций вручили правительственные и ведомственные награды. Также орденом Пирогова посмертно отметили заслуги медработников, погибших во время пандемии COVID-19. За заслуги в развитии Дальнего Востока знак отличия получила Вера Тарасова, заместитель генерального врача клинической больницы номер 3. По ее словам, это было неожиданно и приятно. Говорит, что больше 20 лет назад начинала свою карьеру санитара. О том, что мне вручают награду, я узнала недели 2 назад. Конечно, я сначала не поверила, думала, может, что-то перепутали. Но я, конечно, очень рада. И он такой все равно всегда важно человеку, когда обращает внимание. Виктор Сергеевич работает врачом-травматологом 40 лет. За высокопрофессиональную лечебную и организационную деятельность награжден медалью за заслуги перед отечественным здравоохранением. Конечно, награды всегда приятно получать. Тем более такой большой Российской Федерации. Много летаем по республике, санавиаты. Делал не только в городе, но по всей республике. Летал, оперировал. Оказывал доступную помощь населению республики с удовольствием. На торжественном мероприятии наградили 42 представителя медицины. Федеральные и республиканские государственные награды вручил руководитель администрации главы и правительства республики Георгий Михайлов. В этом году в нашей отрасли около 600 наград. Это беспрецедентно много, и мы рады за каждого нашего сотрудника, который удостоен награды, потому что действительно это ежедневный кропотливый труд. Система здравоохранения в Якутии охватывает около 21 тысячи человек. Врачи – это те люди, кто связал свою судьбу с благородной профессией медика. Ведь профессионализм врачей играет огромную роль в развитии медицины. Светлана Амосова, Артем Алексеев, Якутск. Работники Мирнинской центральной больницы также слушали в свой адрес теплые слова. Первые лица района и компания «Алроса» поздравили медиков с 2 праздниками. Мирнинской районной больнице исполнилось 65 лет. Ну а завтра в России отметят День медицинского работника. В актовом зале больницы провели торжественное мероприятие. 5 медикам глава района вручил знак «Отличник здравоохранения России». Десятки сотрудников получили благодарности и грамоты разных уровней. Вы приходите первыми на помощь, спасаете жизни людей. И за это вам, конечно, большое спасибо и низкий поклон. Последние 2 года они были тяжелыми.
во всей стране. Ну, на сферу здравоохранения, конечно, легла самая большая нагрузка. И здесь нужно сказать, что наша Мирнинская центральная районная больница оказалась на высоте. И здесь, конечно, каждый из вас приложил свою лепту. Также на этой неделе в Якутске прошла неделя донора. Событие было приурочено ко Всемирному дню донора, который отмечался 14 июня. В эти дни врачи совместно с волонтерами-медиками провели акцию в парке культуры и отдыха. Волонтеры информировали население о культуре донорства. Также все желающие смогли сдать анализы. Параллельно с этим в республиканской станции переливания крови доноры продолжают сдавать свою кровь для спасения жизней. Подробности далее. Культура донорства в Якутии развивается. Об этом заявили врачи республиканской станции переливания крови. На сегодняшний день в Якутии более 16 тысяч доноров. Большая часть из них, около 10 тысяч, проживает в Якутске. За сегодняшний день уже прошло почти 70 человек доноров. Вчера было у нас 80 человек доноров. Вообще вот у нас число доноров увеличилось. Доноры приходят наши, которых мы очень любим, уважаем, всегда ждем. И каждый день, в общем-то, не меньше, чем 60 донаций. Благодаря развивающейся культуре донорства станция переливания крови получила возможность удовлетворять заявки всех лечебных учреждений. Поэтому они не испытывают острой потребности в донорской крови. Один человек может сдавать кровь до 5 раз в год. Около 40% всех доноров – это те, кто сдает кровь на постоянной основе. Сегодня у меня 55-я донация. Лет 10 уже я являюсь донором станции переливания крови. Сегодня я сдаю тромбоциты, это компонент крови. Ну, лично по своему опыту, да, я могу сказать то, что состояние у меня не изменяется после донации. Готовлюсь к донации я тщательно, это ничего жирного, жареного, не ем острого. Утром обязательно завтракаю, ну и слежу за питанием. Врачи также отмечают, что в последнее время многие доноры сдают кровь безвозмездно. Многие заболевания, особенно экстренные, специализированные виды, высокотехнологичная медицинская помощь, она невозможна без компонентов крови. И в этом, конечно, большая заслуга – это заслуга наших доноров, которым посвящен именно этот праздник во всем мире. Доноры – это люди, которые милосердные, сострадающие. Донорами становятся люди здоровые. Те, кто не просто готов отдавать свою кровь, но еще и вести здоровый образ жизни, правильно питаться и поддерживать вес. Донором может быть абсолютно, относительно, скажем, не абсолютно, а относительно здоровый человек, который не имеет противопоказаний к сдаче крови. Да? Конечно, это не должны быть инфекционных заболеваний, не должно быть обострений хронических заболеваний, определенный вес должен быть. Естественно, перед сдачей крови нужно соблюдать диету, не употреблять спиртное. Прийти сдать кровь может любой желающий. Ее сначала проверяют на наличие противопоказаний к переливанию и анализируют ее состав. Потом кровь отправляется на карантин. И через 4 месяца при отсутствии противопоказаний донор уже может начать сдавать кровь и спасать тысячи жизней. Мария Кардашевская, Иван Семенов, Якутия, день за днем. Тем временем, в преддверии Дня медицинского работника и к столетию Якутии в Якутске открыли стеллу на Аллее памяти. Там представлены выдающиеся общественные деятели, фтизиатры, а также основатели Якутской автономной республики. Также именно имя заслуженного врача Иннокентия Иннокентьевича Винокурова присвоили отделению туберкулезно-легочной хирургии, где он работал практически всю жизнь. Сегодня закладываем в виде этой стеллы, то есть первую закладку о тех людях, которыми мы гордимся. И здесь размещены те наши коллеги, которые работали с момента создания и которые работают по настоящее время. Поэтому данная стелла является только первой, и мы дальше будем устанавливать и другие такие по тематике. И к другим темам. О самозанятости и трудоустройстве инвалидов говорили на выездном республиканском семинаре-практикуме в Покровске. Какую помощь оказывает государство при открытии своего дела и какие ниши можно занять людям с ограниченными возможностями здоровья, рассказывает Виолетта Засимова.
Выездной семинар-практикум собрал более 30 участников из 6 районов республики – Горный, Намский, Татинский, Усалданский, Мегино-Кангаласский и Хангаласский. Некоторые самозанятые, некоторые имеют свою работу, но есть люди, которые хотят заниматься предпринимательской деятельностью. То есть есть заинтересованность в этой проблеме. Вот поэтому мы подняли этот вопрос, и мы проводим этот семинар-практикум совместно с Государственным комитетом по занятости населения Республики Саха-Якутия. Семинар шел 2 дня. В первый день участники знакомились, рассказывали, чем занимаются, обменивались опытом, также демонстрировали свои самодельные работы, которые реализуют населению и получают с этого доход. Я вот этими занимаюсь, вот конными. С конского волоса? С конского волоса. Как давно этим занимаетесь? Уже почти 10 лет занимаюсь. Хороший доход приносит? Доход нормальный. Покупают люди, даже заказывают из разного улуса. Самые далекие улус, какой бы. Терского улуса заказали, это же далеко. Второй день был посвящен встрече со спикерами. Выступили работники Госкомзанятости, Управления социальной защиты населения и налоговой службы. Представитель Госкомзанятости рассказала о единовременной финансовой помощи для открытия своего дела, размер которой составляет 150 тысяч рублей. Данная помощь оказывается безработным и незанятым гражданам, но и особый приоритет дается гражданам с инвалидностью. С начала пандемии у нас уменьшилось количество получающих ежегодно 8 человек, а до этого 20-22 человек граждан с инвалидностью получали данную помощь. В этом году количество получателей идет на увеличение. На сегодня единовременная финансовая помощь оказана 7 жителям республики с инвалидностью. До конца года их должно стать больше. Семинар-практикум о самозанятости и трудоустройстве людей с ограниченными возможностями в скором времени планируют провести и для вилюйской группы улусов. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Мы продолжим после небольшой рекламы. Оставайтесь на канале Якутия-24. Продолжаем программу. Осталось чуть больше недели до старта эстафеты огня 7-х международных спортивных игр «Дети Азии». На этой неделе прошла пресс-конференция, на которой организаторы представили факел эстафеты, который изготовили специально для игр. Показали форму организаторов и факелоносцев, рассказали о маршруте, количестве участников в муниципальных образованиях. Эстафета огня – это неотъемлемая часть игр. Огонь спортивных игр символизирует чистоту, попытку совершенствования и борьбу за победу, а также мир и дружбу. По традиции огонь зажигается именно на территории национального парка Ленские столбы с участием шамана, с участием молодого человека. Это ребенок. Считается, что ребенок чист душой, поэтому он имеет право прикасаться к этому огню. И по традиции всегда огонь зажигается именно там. Мы примем участие как раз в этой торжественной церемонии зажжения огня и привезем огонь в Приморский край. Между тем, за неделю до старта чемпионата мира по масс-рестлингу любителям спорта в Якутске презентовали медали соревнований. Напомню, что 23 и 24 июня Якутск примет 4-й чемпионат мира по масс-рестлингу. В соревнованиях примут участие именитые борцы из 25 стран. Ну а чемпионы мира по масс-рестлингу получат медали в новом дизайне. Комплект изготовлен по мотивам эпоса Аланхо. Медаль в виде священного якутского дерева Наллукмас, который имеет 5 ответвлений, символизирующих континенты. Это Азия, Европа, Африка, Австралия и Америка. Таким образом, медаль собирает все континенты воедино. В центре композиции фигуры маст-рестлеров. Дизайнером выступила Диана Баишева. Приближается наш долгожданный спортивный праздник, спортивное событие этого года. Это чемпионат мира по масс-рестлингу, который мы все ждали. Это прекрасный праздник и подарок для каждого якутянина, каждого жителя нашей республики и для всего спортивного мирового сообщества. Хотел бы также подчеркнуть, что это, во-первых, признание заслуг Якутии как спортивного региона, субъекта, который развивает свой национальный вид спорта,
Это признание республики как центра развития масс-рестлинга. И это, в-третьих, большой шаг к включению масс-рестлинга в олимпийскую программу. Очень изящно, красиво. Ну и совсем скоро они найдут своих хозяев, обладателей по итогам чемпионата мира. Завершился еще один чемпионат, на этот раз Дальнего Востока по боксу. Так, в первом бою в весовой категории 63,5 килограмма победил якутский боксер, мастер спорта Айтал Дьяконов. А в финальной схватке в весовой категории до 51 килограмма лидер сборной Якутии, заслуженный мастер спорта Василий Егоров сразился с другим представителем республики Николаем Григорьевым и принес сборной еще одну золотую медаль. Ну а как шла подготовка к чемпионату, расскажет Александр Хавренко. Последний раз чемпионат Дальнего Востока по боксу проходил в нашей республике почти 20 лет назад. И, конечно, принять соревнования такого уровня – большая честь для любого региона. И наша республика приложила максимум усилий, чтобы чемпионат прошел на высшем уровне. Что и отметил главный тренер национальной сборной. Все проходит на высоком уровне. Сегодня был у главы республики, переговорили. Очень приятно, хороший разговор получился. В общем-то, поддержку бокса. Я думаю, что на сегодняшний день якутский бокс развивается. 4 человека находятся в национальной сборной команде России. Я думаю, что все наладится, и международные турниры со временем будут проводиться. И мы, думаю, что должны принять участие в Олимпийских играх. Для этого сейчас вот покомплектуется сборная команда. В последнее время, после укрупнения федеральных округов, конкуренция на дальневосточном ринге значительно повысилась. 69 боксеров из 7 субъектов приехали на этот чемпионат. Но Якутия по-прежнему находится на лидирующих позициях. Очень хорошие ребята в команде. В каждой весовой категории по 2 хороших боксера. Они представляют конкуренцию с сильнейшим боксером Дальнего Востока. Я думаю, что якутские боксеры хорошо подготовились к этим соревнованиям. Ну, я думаю, в числе чемпионов будет не 1, не 2 чемпиона Дальнего Востока. Хорошие ребята растут. А как молодым спортсменам вырасти в опытных профессионалов? Конечно же, надо учиться. И учиться у лучших. Специально для этого на чемпионат Дальнего Востока в Якутск пригласили олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чакиева. Рахим провел встречи и мастер-классы для спортсменов, многие из которых порадовали его своим мастерством и умениями. Очень хорошо проходит турнир, очень многие смогли приехать к нам. И это такая, можно сказать, стартовая площадка для участия в будущем чемпионате России. Вот. Это хороший задел, и, естественно, если кто хочет чего-то добиться, он должен проходить через эти турниры, обязательно выступать, соревноваться и совершенствовать свое мастерство. Чемпионат Дальневосточного федерального округа завершился. Якутские спортсмены показали красивый бокс и оправдали надежды своих болельщиков. Теперь ждем их с медалями с чемпионата России. И к другим темам. Изумрудную годовщину свадьбы отметила супружеская пара из Хангаласского улуса. За союз длиной в 55 лет Валентина и Иван Григорьевы удостоились республиканского знака «Семейная доблесть». Они познакомились в 1966 году, когда работали в школе села Титебя Жемконского первого наслега. Она молодая учительница начальных классов, вчерашняя выпускница педучилища, только что приехавшая по распределению из Ульяновской области. Он местный парень, который одновременно работал учителем физкультуры, истории и географии. Их первый разговор случился 29 октября, в день рождения комсомола. И с тех пор они не расставались. Сейчас Григорьевы живут в Покровске, у них 4 детей, 8 внуков и 5 правнуков. Нечаянно, негаданно нагрянула изумрудная свадьба. Вроде недавно молодые были, да, уже 55 лет. И как вы думаете, в чем секрет вашего долгого брака? Самое главное, ребята, любовь, уважение, терпение, забота друг о друге. Ну и труд, без труда. Взаимопонимание и прощение. Ну, интересы будем считать в одном направлении как бы. Учительская работа совместная тоже это все сближает. И, конечно, мы как можем
друг друга поддерживаем, мы друг другу нужны. Она мне, я ей. Гастроли Приморского театра имени Горького идут в Якутске. Актеры привезли 6 спектаклей разных жанров. Гастроли обещают быть масштабными. В Якутск из Приморья приехало 120 человек, а декорации заняли 4 40-тонных контейнера. Выступления Приморского театра стали возможны в том числе при поддержке премьера Якутии Андрея Тарасенко. Гастроли продлятся до 26 июня. Также в рамках визита между Приморским театром и Русским академическим театром подписан меморандум. Благодаря документу сотрудничество двух учреждений культуры усилят и, возможно, появятся совместные проекты и постановки. «Крейсера» — это знакомство вообще с нашим краем. Этот спектакль, и Пикуль написал свой роман о русско-японской войне, которая происходила во Владивостоке. И большая часть ее происходила во Владивостоке. Это о нас. Просто мы вам приехали рассказать о нас, какие мы, что у нас было, какая у нас история. Эдит Пиаф – это тоже одна из визитных карточек театра. Это просто безумно красивый и очень интересный спектакль о великой личности. Ну а накануне 9 исполнителей получили звание «Хомусист-виртуоз мира». Всего 38 участников из 9 стран и 11 регионов России боролись за звание виртуозов мира. Так, решением международного жюри лучшими признаны хомусисты из Индии, Киргизии, Китая, Японии, Австрии, Тывы и Республики Саха. Президент Международного общества варганистов, председатель жюри Франц Кумпл отметил, что было сложно сравнивать и оценивать участников. По его словам, заметны конкретные школы, то есть доминирование норвежской и якутской традиций, что означает большую популярность данных техник в мире. Однако, чтобы стать виртуозом, нельзя копировать стиль преподавателя и играть по чужой традиции, добавил Франц Кумпл. Я приехал из Кыргызстана. Я рад, что я стал виртуозом мира, хомусистом. Но я постарался с первого тура играть хорошо. У нас только мелодия играется. Я на свое играл. Спасибо членам жюри, представителям организации. Большое спасибо. Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь и берегите себя.